Құрметті көрермен, құрметті достар, бүгін біз сіздерді тағы да төрімізде қарсы алып отырмыз. Эфирде төрле бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта облысқа белгілі жас кәсіпкер Ержан Нұршанов. Ереке, көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз? Сізді күйбең тіршіліктен бөліп алып, сіз кәсіби адамсыз, сондықтан мынандай жерге шақыру бізге қиынға соқты біріншіден. Енді бүгін жұма күні, бүгін аптаның аяғы, ертең демалыс дегендей кешке шайға шақырып, бестің шайы дейді қазақта, дәм алып отырыңыз. Қайырлы кеш Олжас, сіздерге де үлкен рахмет мен мұнда шақырғандарыңызға. Бізде кәсіпте сенбі, апта соңы деген болмайды ғой, жұмыс бар кезде жұмыс істейміз, оны да жалғастырып ары қарай жұмыс істей береміз. Қазір ғана өзіңіз білетіндей жас ресурстық орталықтың жәрдемімен бастаған жобамыз бар, жас кәсіпкерлер дайындау. Сол жақтан сабақ өткізіп, тренинг өткізіп, сол жақтан келе жатырмыз сіздерге тікелей. Ержан, бізге сізбен сұхбат болғалы бері алдымен әлеуметтік желілерде өте көп көрермендер сауалдарын жолдады біздің хэштег бойынша. Ержан, вы ведь родом из Тараза. Почему реализовываться вы решили в Атырау деген сұрақ келіп түскен болатын. Сол сұраққа жауап беріп көрсеңіз. 3 года назад я приехал в Атырау по контракту от одной фирмы крупной. Я поработал здесь 2 месяца и потом не захотел уезжать. Мне понравился город, мне понравилась атмосфера, которая здесь, ну и понравились возможности, которые здесь открываются перед бизнесом, перед предпринимателями, которые можно здесь реализовывать. Ну, поэтому я и остался. Желіде сізді әлеуметтік парақшаларда көп оқитын бір қарындасымыз жеке сауал жолдағысы келіп отыр. Тыңдап көрелік. Ержан, саламатсыз, сіздің сүйген жарыңыз атыраулық деп естідім. Қалай таныстыңыздар? Это еще одна причина, почему я приехал в Атырау, потому что моя супруга местная, но мы с ней познакомились и встретились в Алмате. Мы вместе учились 4 года. Когда закончили учебу, решили не расставаться и продолжить жить вместе. Үлкен іспен, бизнеспен айналысатын адамдарға қазіргі заманда көп сұлулар көзін сүзеді. Сізде осындай оқиғалар бар ма? Вопрос очень интересный. Наверное, он больше всего волнует мою супругу. Но тут вопрос, конечно, доверия. Конечно, внимание, особенно в тренингах мы очень много работаем с людьми, в торговле мы очень много работаем с людьми. Внимание оно есть, оно бывает, но это естественно. При этом важно поведение мое с моей стороны, да? То есть я не даю лишних поводов, и, наверное, благодаря этому моя супруга спокойна и позволяет мне заниматься тем, что я хочу, и то, что мне нравится. Сүйген жарыңыздың қай мінезін ерекше сүйесіз? Наверное, больше всего своей супруги я ценю ее доверие ко мне. Она мне верит полностью, не только в личной жизни, но и в бизнесе. Если я что-то начинаю, она всегда меня поддерживает. Она дает мне стимул, поддержку и мотивацию, чтобы я добивался успеха в этом. Скайп желісінде сізді тағы да бір сауалдар күтіп отыр. Сол достарымызға сөз кезегін берсек. Мен сіздің тренингіңізге қатысқым келеді. Ол өте қымбат екен. Мүмкін жеңілдетуге болмайды ма? Вот это тоже очень важный на самом деле вопрос. Спасибо, что его кто-то поднял. Мы проводим очень много разных тренингов. Их стоимость тоже очень сильно меняется. От 5000 до 30 тысяч с одного человека. При этом мы делаем очень мощные скидки, и на все тренинги мы даем бесплатные места. То есть вот в данный момент реально мы проводим очень много бесплатных тренингов. Тренингов, где люди могут прийти и обучиться у нас абсолютно бесплатно для себя. И даже на платные тренинги мы готовы брать людей, кто очень хочет учиться, но не может заплатить. Он может прийти к нам и сказать: ребята, у меня нет денег, и мы его возьмем бесплатно. Для нас это важно, чтобы мы росли все вместе. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымыз қазір сауалдардан тыншымай жатыр. Тағы да скайпқа байланысқа шыққан досымызды тыңдап көрелік. Әйеліңіздің төркіндері, яғни сіздің қайын жұртыңыз сіздің жеке бизнеске өтуіңізге қалай қолқабысын тигізді ма? Сол жайында айтсаңыз. Әйелім енді айтқандай менімен бірге оқыды. Алматыда Сулейман Демирел университетінде білім алған. Әке-шешесі де осы қалада жұмыс істейді. Кәсіпкерліктің айналасында кәсіпкерлікті дамыту қорында істейді, да? В Атырау есть союз предпринимателей, где работает мама моей супруги, которая занимается развитием и поддержкой бизнеса в Атырау и обучением также, в принципе, предпринимателей всю свою жизнь. Отец наш тоже работает в сфере развития именно поддержки малого и среднего бизнеса. Мы сейчас с семьей всей помогаем развивать малый и средний бизнес в Атырау. Скайп желісінде сізді тағы да бір сауалдар күтіп отыр. Сол достарымызға сөз кезегін берсек. Сіз бизнесменсіз, отбасыңызда балаңызға уақытыңыз тапшы емес пе? Әрине, мен үшін
бала деген өте үлкен орын алады өмірде. Қазіргі уақытта бір кішкентай қызым бар, 2,5 жаста, оның тәрбиесімен әйелім айналысады. Әрине мен үйде болған кезімде мен де оған уақыт бөлуге тырысамын. Айтқандай, әйелім жергілікті болғандықтан әке-шешесі де осында, олар да бізге өте көп жәрдем береді. Алматыдан кейде мүмкіндік болған кезде менің де әке-шешем келіп, қызымызбен ойнауға, онымен уақыт өткізуге, оған тәрбие беруге тырысады. Ержан, как вы относитесь к женщинам в бизнесе? Многие мужчины считают, что место женщин на кухне дома. Вы согласны с такими убеждениями? На самом деле, я абсолютно не согласен с этим утверждением, потому что в наше время женщины намного сильнее и стабильнее мужчин морально. И реально в бизнесе они могут достигать очень больших успехов. Особенно в азиатских странах, где внимание к женщинам повышенное, да, где женщины за счет своей женственности могут решать очень много вопросов намного быстрее и легче, чем мужчины. Ержан, вот такой вопрос. Как вы стали оратором? Что вас побудило основательно заняться развитием своих ораторских способностей? Я даже не знаю, как на него ответить поэтапно. То есть это длилось на этапе всей моей жизни. Во-первых, у меня папа, мама преподаватели. Это, наверное, первая причина, почему я стал преподавать и почему я стал развиваться как оратор, почему я захотел выступать красиво, да, говорить, что мои родители всю жизнь это делали. Сейчас я продолжаю делать то, что они, то, что я совместил это с бизнесом и перевел это немножко на другое русло. Ораторлық тренингтерге, бизнес тренингтерге келушілердің қатары қазір қаншаға жетті? Қанша адамға жетті? С мая месяца, в мае я получил лицензию именно по ораторскому мастерству. До этого момента я проводил тренинги по продажам, то есть это то, чем я занимаюсь всю жизнь, я продаю и выступаю. С мая месяца я начал преподавать курсы ораторского мастерства. С тех пор около 100 человек уже прошло обучение на моих тренингах по ораторскому мастерству. Причем самое важное, что это не только взрослые, но и подростки. Сейчас мы начали работать еще и с детьми. То есть я обучил уже себе помощника, девушку, преподавателя, который сейчас будет работать с детьми возраст от 8 до 12 лет. И мы их учим раскрываться, и они очень сильно растут на этих тренингах. Мәселен, тренингтер барысында келушілер сіз өзіңіз жауап таба алмайтын сұрақтарды, сауалдарды қоя ма? Вы знаете, наверное, нет. На тренингах люди не задают ненужных вопросов. В принципе, все, что задается, все, что спрашивается, мы на все можем ответить, потому что у нас нет никаких секретов. Мы открытый бизнес, поэтому все и пишем в Фейсбуке, в социальных сетях. Да? Очень много интересных проектов мы делаем, и мы обо всем пишем в социальных сетях, чтобы люди реально видели, на что мы тратим деньги, которые мы получаем от бизнеса или от государственных организаций, и чтобы видели, на что мы тратим свое время. Мы конкретно показываем все, что мы делаем. У нас такой еще интересный вопрос есть. В ваших рекламных афишах вы гарантируете 100% эффект от любых ваших тренингов, бизнес-тренингов в том числе. На чем основывается такое смелое заявление? Мы уверены в том, что мы делаем, и мы уверены в качестве того, что мы делаем. Вы же не зря спросили, считаем ли мы себя профессионалами. Наверное, да. Это один из показателей того, что мы уверены в своих делах. Если же кому-то не нравится то, как мы это делаем, потому что, бывает много причин. Кто-то заболел, кто-то не успел, больше именно такие. Мы готовы возвращать все деньги, которые человек нам оплатил за тренинг, чтобы он чувствовал себя комфортно, и люди не видели риска. Потому что раньше все прилетали в Атырау. Мы первый, кстати, тренинг-центр, который имеет своих штатных тренеров в Атырау. Раньше тренеры прилетали из Алматы или из Астаны, или из России. 2 дня они отвели тренинг и улетели. Вы не можете ни спросить ничего у них, ни узнать, и не забрать у них гонорар обратно. Да, и большинство делали это плохо. Поэтому мы сейчас гарантируем 100%, чтобы люди привыкали, что мы можем делать это не хуже, и видели то, как мы это делаем. С чего следует начать бизнес в первую очередь, и каких ошибок следует избегать? Этот человек тоже, наверное, хочет стать молодым предпринимателем. Ты понимаешь, где тебе нужно расти, и вкладываешь время, силы, конечно же, деньги, потому что самому это можно сделать, но очень долго. Но когда ты проходишь профессиональное обучение, освоить и улучшить эти навыки намного быстрее, намного легче. По-вашему, какие бизнес-ниши еще не заняты в Атырау, и поподробнее? У меня очень много друзей, которые работают в иностранных компаниях, и каждый раз, когда я с ними встречаюсь, они меня спрашивают: слушай, а где лучше начать бизнес? Вопрос для Атырау очень актуальный. В Атырау нет ни одной ниши, где нельзя делать бизнес сейчас. И все только начинается.
Поэтому зарабатывать можно в любой сфере, которая вам нравится. Важно, чтобы бизнес вам нравился, что вы проводите на работе больше времени, чем с семьей, больше времени, чем дома. Поэтому нужно выбирать не то, как мы это классически делаем, да, смотрим, сосед заработал деньги, а именно делать то, что вам нравится. Тогда деньги будут идти сами собой однозначно. Қазақ тілді көрерменіміз мынадай бір сауал жолдапты. Оратор емес адам қалайша ораторлық қасиетті сөз қыла алады дейді. Бұл жігіттің ойынша сіздің кәсіби біліктілігіңіз осы салада төмен деген оймен жазып отырған сияқты бұл сұрақты. Олжас, конечно, каждый, кто хочет, может заниматься этим бизнесом, может преподавать. При этом для начала нужно самому подавать хороший пример. Нужно пройти обучение ораторского мастерства, можно пройти обучение в театральных студиях. И есть специальные курсы, которые мы сами прошли. Я являюсь лицензиатом Московского университета риторики и ораторского мастерства, где нас обучают тому, как учить людей выступать. То есть при желании, конечно, да, любой желающий может пройти эти курсы. Будет он потом это делать или нет, уже, конечно, в его руках. Но пройти это обучение и узнать, как это делать, может каждый. Бизнес-жоспар жасақтаудың ең оңай тәсілі. Бизнес-план, опять же, вопрос очень часто встречается, да, люди говорят, как мне сделать бизнес-план, просчет своего бизнеса. Важно понимать, для чего тебе это нужно. Если ты хочешь получить кредит в банке или получить государственную поддержку, можно обратиться в фонд Дому или в Национальную палату предпринимателей. Да, вот сейчас есть такая услуга сервисная поддержка бизнеса, где каждый предприниматель может пойти и бесплатно получить услугу и разработать бизнес-план за счет государства. У нас страна очень много сейчас делает для того, чтобы малый и средний бизнес развивался. И это одна из услуг, которые они предоставляют бесплатно. Вы можете получить юридическую помощь, финансовую помощь, бухгалтерскую помощь, маркетинговую, помощь налоговика, да? Таможенное оформление. Очень много деятельности, сфер, где они вам помогают. Также можно получить финансирование своего проекта. Важно просто обращаться и не бояться. Насколько, по-вашему, развито предпринимательство в Казахстане? В городах, как Алмата и Астана, конкуренция намного выше. То есть там малый и средний бизнес развит намного сильнее. Но даже при этом в этих городах сохраняется огромное количество ниш. Мы же ресурсная страна, поэтому никто никогда не инвестировал деньги в сферу услуг, да, это делается последние 10 лет. И очень много сфер, которые можно развивать и зарабатывать деньги, не боясь ничего. Ержан, вам же уже удалось заработать свой первый миллион, ну, не миллион баксов, а миллион тенге, наверное, да? И на что больше тратите деньги и на что меньше? Но если говорить о миллионе, наверное, он пока тенговый. Как только будет доллар, я обязательно об этом расскажу. Деньги на что тратим? Сейчас на этапе роста семьи, да, на этапе собственного роста я очень много денег вкладываю в образование, в свое развитие. Даже за этот год я получил уже 3 международные сертификации тренерские. Сейчас на этапе получения 4-й. То есть я все свое свободное время, свободные деньги вкладываю в свое образование. Ну и, конечно же, в обустройство своей семейной жизни. В ребенка, в супругу, в квартиру, то есть в жилье. Бірақ қарындасымыз кішкентай, сіз шапоголиксіз ба деген сұрақ қойыпты. Нет, честно, я к этому отношусь очень спокойно. Даже все, что я ношу, благодаря моей супруге, она мне позволяет об этом не думать. Она все это берет на себя и занимается отбором всех этих вещей. Әлемнің қай елдеріндегі азаматтармен байланыстасыз, әріптестеріңіз Қазақстанға қызығушылық таныта ма? Әрине, мен қазір тренерлік жұмыспен жүрген кезде, кәсіпкерлік салада жүргенімен, басқа елдердің халықтарымен араласып тұрамын. Қазір өте көп достарым Москвада және Россияда, Россияның әр қалаларында көп. Және өзім оқыған Қазақ-түрік лицейі мен университетінің арқасында Түркияде өте көп достарым және кәсіпкер достарым бар. Осы ең көп Түркия мен Россиямен бірге жұмыс істеймін, және сол жақтағы кісілермен қарым-қатынас құрамын. Жақында ғана Қытай жақтан достарым пайда болды. Енді Қытаймен жұмыс істеу мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. Ереке, шайдан алып қойыңыз алдыңыздағы. Келесі сауалға көшейік. Якутия еліне сапарыңыз сізге не берді дейді? Я ездил буквально 2 недели назад. Там я выступал от имени Казахстана, от имени молодых предпринимателей Казахстана, от имени своего центра школы молодого предпринимателя. И Якутия дала мне очень много. Я посмотрел, как там развивается предпринимательство. В Якутии предпринимательство как предмет ведут уже с 9 класса. И там школы помогают ученикам начать их первый бизнес. В Якутии очень много сил и денег вкладывается в образование. При правительстве у них создана бизнес-школа, которая посылает всех на обучение по всему миру.
страна небольшая, но при этом они очень быстро и очень мощно растут. Да, у них есть ресурсы такие же, как у нас, при этом они очень много сил вкладывают в развитие малого и среднего бизнеса. Я там завел очень много полезных партнеров, очень много полезных знакомств. И сейчас, в ближайшее время, в ноябре, собираюсь туда лететь еще раз, уже с проведением тренинга для бизнесменов. В январе жду в гости к себе делегацию из Якутии. Они прилетят в Атырау, отсюда мы поедем по городу, потом полетим в Алмату, полетим в Астану. Я им буду показывать Казахстан. Им всем очень интересно стало работать в Казахстане. Наши условия, наша поддержка государства, да, для бизнеса. Столько, сколько у нас, у них не делается от государства. Поэтому всем интересно работать с нами. И они скоро прилетят к нам в гости. Ну вот я уже поделился, что в ноябре я собираюсь лететь туда проводить тренинг. В январе они собираются лететь к нам в гости, когда у них самые морозы. Минус 50, минус 60. Они хотят улететь и прилететь к нам в гости. Ну, конкретно говоря, это обучение. То есть мы готовы обучать их людей, они готовы обучать наших людей. Мы сейчас будем меняться преподавателями. То есть они будут делать рекламу нам, мы будем рекламу делать им здесь. Это первый контракт, который мы сейчас оговорили, и к которому, в принципе, уже приступили работать. Facebook желісінде 1-2 айдың шамасында сіз 1000 дос тауыпсыз. Осы достардан сізге келетін қандай пайда бар? Осындай сауалымыз бар біздің. Фейсбуктағы достарымыз көбісін танимыз әрине. Өйткені танымайтын кісілерді кейде достықта да қабылдамаймыз. Ол жақтағы достардың саны өскені саны ешқандай көрсеткіш бермейді. Бірақ бізге бизнес саласында жүргеніміз бойынша Facebook деген маркетинг инструменті, да, ол жақта біз өзіміздің товарымызды, қызметтерімізді халыққа танытып, жасаған қызметтерімізді көрсетуге тырысып жатырмыз. Ержан Серікұлы, әдемі, дәмді сұхбатыңыз үшін зор алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен, желіден үзілмеңіздер. Олжас, сіздерге үлкен рахмет. Менің осында келуім сіздердің арқаларыңызда. Я надеюсь, что я был полезен вам и что я смог рассказать все, как вы хотели и как зрители от меня хотели. Если вдруг у вас останутся вопросы, вы всегда можете прийти в гости к нам в центр Школы молодого предпринимателя. Мы находимся в Агу, имени Досмухаметова, 122 аудитория. Наши двери всегда открыты для всех. Также я всегда есть в социальных сетях, откуда вы берете вопросы. Поэтому для всех, кому интересно, буду рад ответить на все ваши вопросы. И всегда добро пожаловать к нам в гости. Спасибо.